Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. Мужчина, который сделает шаг в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте посмотрим, что это за мужчина. Кто будет делать шаг в вашу жизнь? Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вводят моими руками, пусть откроют то, что сейчас скрыто, знать. Как интересно. Две пары, видите? Две пары. Один мужчина, вы отворачиваетесь спиной и говорите «нет, нет, не хочу и не буду». А со вторым мужчиной вы обнимаетесь. Со вторым мужчиной у вас любовь. Видите? И вот он, ангел, видите, вас объединил. Тут не один мужчина. Давайте начнем с того, от кого вы откажетесь, кого вы не примете. Этого мужчину вы знаете, и, возможно, этот мужчина вам нравится. Да? Общаетесь, нравится, кажется, что он нормальный, адекватный, симпатичный. Либо общаетесь с этим человеком на расстоянии, да, может быть, в интернете общаетесь, у вас в интернете любовь с этим человеком. Мужчина, который умеет красиво говорить, мужчина, который умеет, у него к этому дар, талант, обещать, сладко петь и обещать, много всего разного обещать. Смотрите, вы с этим мужчиной сейчас, вот в данный период времени, как будто бы вместе на коне скачете. Но это иллюзия, потому что конь этот, он не настоящий, он деревянный, он не уедет далеко. Да? Это вот, скорее всего, как эти детские игрушки, да? Конь-качалка. На одном месте топчетесь, на одном месте. Он вам все время что-то обещает, он вам все время что-то говорит, либо он вам такие сигналы подает, что, дескать, да, ты мне тоже нравишься, и я такой не прочь с тобой. Ну вот... Сейчас я там созрею, дозрею, дойду до кондиции, и у нас с тобой все будет. А вы все в надеждах, в надеждах. А надежды у вас от того, что вы этого мужчину пока еще не раскусили. Ну вот в прямом смысле слова. Да, симпатичный, да, нравится. Либо вы с ним переписываетесь, и кажется, что это любовь. Но вы на деревянном коне сидите и никуда не скачете, вы никуда не движетесь, вы на одной точке находитесь. Что бы он там вам не обещал, не говорил, о чем бы вы там не мечтали, это все, вот оно, точки здесь и сейчас. Развития дальше нет. Смотрите, не сейчас, но чуть позже вы с мужчиной уже начнете спрашивать. То есть ты обещал приехать, почему не едешь? Ты обещал какую-то конкретику, где конкретика? Ты мне все время вот подмигиваешь, да, там знаки всякие неоднозначные посылаешь. Ну а дальше-то что? Да, дальше-то что? Жизнь-то идет, проходит. Я живой человек, я хочу развития, я хочу теплоты, близости, я хочу быть с любимым человеком вместе, выстраивать отношения, либо давай там пригласи меня на свидание, сходим, пообщаемся, друг на друга посмотрим, поговорим о жизни, о будущем. Вот. Грубо говоря, он как будто бы вам голову морочит. И вы это поймете. А у других отыграется, что вы еще об этом мужчине найдете очень скандальную информацию. Вот всплывет какая-то скандальная информация. А может быть, вы специально будете искать, да, наводить о нем справки, кто он, что он, и узнаете очень много неприятного. Окажется, что он не тот, за кого себя выдает, а у кого-то окажется, что он там не свободен, у кого-то окажется, что он там жуткий алименщик, и у него там с десяток детей, а может и больше, да, целая футбольная команда. Если мужчина рядом с вами, и он вам вот эти все знаки показывает, но здесь 100% окажется, что у него есть другая женщина. Либо он мамочкин сынок, и мамочка, например, вас не одобрит.
И он такой, ну, мама не разрешает, ну что я могу поделать, я же не пойду против маминого решения. Вы так просто вот скривитесь, скажете, тьфу, да пошел ты, зачем ты мне нужен такой, да? Зачем мне мужик, у которого есть жена? Зачем мне мужик, у которого там алиментов несчитанное количество? Зачем мне мамочкин сынок? Просто у вас от этого мужчины идет и разочарование, и вот отторжение его идет. Вы такая злая на него будете, вы скажете, блин, я на тебя время потратила, как ты мне мог нравиться, да, что я вообще в тебе нашла. Господи, какой обманщик, да, какой лицемер. Зачем ты мне все это обещал? Зачем ты подавал мне надежду? Зачем ты посылал мне все эти знаки? Зачем ты это все делал, если ты слушаешься маму, либо если ты женатый человек? Знаете, сейчас вы к нему испытываете симпатию, но придет тот день, придет тот час, у вас как отрежет. Отрежет, вы такая скажете, боже, как я могла так быть недальновидна, да, что за очки у меня на глазах, что за повязка, когда это со мной случилось. Будете даже на себя злиться, ругаться, что вы этого мужчину вовремя не раскусили, либо не рассмотрели. В общем, мужик никудышний, вам он категорически не подходит. Да, как-то втерся в ваше доверие, да, как-то смог обратить ваше внимание на себя. Смог, понимаете, смог. Хороший психолог может быть этот мужчина. Но надо отдать ему долг, ведь он не просто так вам там подмигивал, либо не просто так с вами переписывался. Он действительно в вас влюбился, и вы действительно ему очень-очень сильно нравитесь. Желание к вам тут тоже есть, чувствуется. Но человек абсолютно не свободный. Не свободный, не самостоятельный, не решительный. И такой, знаете, как флюгер. Да, куда ветер подует, туда он и повернется. И вы, конечно, ну вы не захотите его, господи, девочки, что тут говорить, разозлитесь, плюнете, пошлете и все, и будете правы. Сейчас я еще на картах посмотрю, но в принципе тут все очевидно. С этого коня деревянного слезете и скажете, да, едь ты на своем коне в обратную сторону, да, оставь меня в покое. Да, такое разочарование. Ну, не разочарование, скорее, как наоборот, вот отрезает, отсекаете от себя. Прям сами себе будете удивляться, что с вами случилось, кто так сильно нравился, то вы о нем мечтали, а то фу, даже вспоминать не хотите, думать о нем не хотите. Но сейчас вот вроде как общение у вас, либо симпатия с ним. Да, семейный, видите, он семейный, он как ребенок, не зрелый, не самостоятельный, глупенький. Девочки, как хотите, но явно морочит голову. У одних семья, у других дитя малое, неразумное. Дитя малое, неразумное. Хорошо, что у него к вам. Ой, ну с вами он мечтал, с вами он прям мужик, герой был. С вами он действительно хотел новой жизни. Ему казалось, что да, я смогу, я там вырвусь. Страсти к вам безумно испытывал. Да, вы женщина роковая для него. Вы для него роковая. Знаете, если бы вы за него поборолись, вы бы его себе забрали. Но вы не такая, вы не будете опускаться до того, чтобы за мужика драться, правильно? Вы пойдете дальше свое счастье искать, а этого вы запишете в предателя. Обманщики, предатели, либо такого, знаете, неблагонадежный персонаж, который способен на мошенничество, на всякие такие нехорошие вещи. Что вас еще судьба с ним сведет? Ой, но он вас не забудет никогда, девчонки, он по вам слезы будет лить. Вы у него золотыми буквами просто вот выписаны, прописаны на сердце. Как, знаете, татуировка золотыми буквами. Нет, никогда не забудет. Он будет постоянно о вас думать, постоянно вспоминать и жить воспоминаниями о вас. Но делать ничего не будет. Ну, потому что не может, потому что ребенок неразумный, да, либо абсолютно по рукам, по ногам связан обязательствами мужчина. Будет надеяться на шанс, чтобы вы когда-нибудь с ним увиделись, либо надеяться, что вы когда-нибудь отойдете и дадите ему еще один шанс. Не, ну не ваш, это не ваш персонаж, и вам это станет все ясно и понятно. Судьбе еще не раз, кстати, спасибо скажете, что судьба отвела от такого неблагонадежного человека, никчемного, я бы даже сказала. Вот сейчас он вам мозги пудрит, голову морочит.
не ваш персонаж. Теперь давайте рассмотрим того, кому вы скажете «да». Видите, вот здесь вы уходите, а он руку за вами тянет и говорит: ну останься, ну вернись, ну посмотри на меня. А вы такая спиной «нет», да, и уходите. Вы молодец, вы сильная женщина. А вот здесь, видите, вы обнимаетесь с мужчиной, обнимаетесь, здесь у вас все хорошо. Здесь вот ангел вас свел. Ну, надо сразу сказать, что мужчина вам по судьбе. Мужчина создан для вас, вы созданы для него. У вас очень много общего. Общее может быть что угодно. Характер, манеры, взгляды на будущее, образ жизни, стремления. Даже могут быть общие даты рождения, либо, может быть, вы имя одно на двоих имеете. Общее, много общего. Но это вас еще больше будет как объединять, сближать, и опять же знаковым будет, да, что вот мы похожи, мы созданы друг для друга. С этим новым мужчиной у вас встреча состоится немножко попозже. Попозже. Как раз таки состоится, я так понимаю, после того, как вы с вот этим вот распрощаетесь и сотрете его из своей памяти, выкинете из своего сердца. У вас состоится встреча с тем, кто вам по судьбе. Встреча у вас состоится на каком-то мероприятии. Праздник, мероприятие, может быть, чей-то день рождения, может быть, какое-то массовое мероприятие, какие-то городские гуляния, может быть, корпоратив, может быть, даже как свадьба чья-то. Много людей, разные люди. Там у вас встреча состоится. Вы понимаете, вас судьба друг к другу прям ведет, подталкивает. Вы точно встретитесь, вы точно друг друга узнаете, причем с первого взгляда узнаете. Видите этого человека, и у вас в груди что-то ёкает. И у него то же самое. Ну, верный признак того, что вы встретили суженого. Ну, а для мужчины, что он встретил суженую. Вы очень быстро найдете общий язык. Вам будет приятно вместе не только болтать о чем-то, но и молчать вместе, вот просто вместе находиться, наслаждаться энергетикой друг друга. И у вас очень быстро будут развиваться взаимоотношения. Мужчина здесь очень порядочный. Мужчину вообще бобром показали. Это очень сильный знак. Бобры, они домовитые. Кстати, может быть, мужчина как-то связан со строительством, да, со строительным делом. Либо мужчина что-то будет строить, например, для вас, там, дом построит в конце-то концов. Может построить, а может приобретет, да, и так может отыграться. Мужчина семьянин, мужчина с традиционными такими порядочными глубокими ценностями, мужчина однолюб, мужчина прям создан, понимаете, создан для семьи, для брака. У мужчины в прошлом, скорее всего, были очень неудачные отношения, которые закончились, ну, прям какой-то бедой на его голову. Ну, допустим, там, бывшая могла у него все отобрать, отсудить, и его там по миру, грубо говоря, пустить. Но он встал на ноги, он все заново заработал, он это все пережил, он смог как разобраться в себе, что не все женщины плохие, что ему просто такая попалась, да, что это была фатальная ошибка. Он не разочарован в женщинах, это самое главное. Он никогда не будет вам предъявлять что-то из своего прошлого. Там, знаете, обычно мужчины говорят: все женщины одинаковые, вам только одно надо. Нет, он никогда об этом не будет говорить. Мужчина будет не только мужем, любовником, но еще и хорошим, добрым другом вам, соратником. Да? Ну вот прям поддержка, идет поддержка. Единственное, что, девчонки, он немножко скучноватый в плане, там, не знаю, развлечений. Если вы такая горячая штучка, вы любите там всякие пабы, бары, там, клубы, любите сходить потанцевать. Мужчина нет, он этого не любит. Мужчина такой вот домовитый, ему бы дома, ему бы в такой теплой семейной атмосфере, там, с детьми повозиться, либо там просто посидеть, книжку почитать, что-то помастерить, своими руками сделать, либо, ну, с друзьями, хорошими, верными, добрыми друзьями, просто посидеть, не знаю, отдохнуть. Вот он такой, немножко скучноватый. Вот вижу, что немножко скучноватый, но вы будете на это закрывать глаза, потому что мужчина действительно хороший, любить вы его будете, а он будет любить вас. Это будет очень взаимно. Очень-очень взаимно. Вы очень быстро как-то съедетесь.
ну вот проживание, совместное проживание очень быстро у вас происходит. Не могу понять, на какой территории, на его, на вашей, либо на нейтральной, но очень быстро вы с ним съедетесь. А у кого-то еще какое-то скорое оформление брака пойдет. Вот не сама свадьба, а пойти расписаться, да, узаконить свой брак. Но это не у всех отыграется, а у кого-то вот одного-двух. Так, еще по поводу этого мужчины. Ну, полностью будет вас обеспечивать. Он не будет против, чтобы вы чем-то своим занимались. Но он, как настоящий мужик, обеспечивает свою семью, обеспечивает все домашние расходы, жене своей денежку дает, да, в таком ключе. Если у вас есть дети, здесь может быть проблема. Дети могут ревновать, именно дети. Но этот мужчина, он очень добрый, и он найдет подход к вашим детям. Он не будет стремиться стать им прям отцом, да, что вот он, я ваш новый отец, принимайте, слушайтесь. Нет, он будет в первую очередь стараться стать им хорошим другом, а потом уже отцом. Баловать будет ваших детей, и дети будут садиться ему на шею, и вас это будет раздражать. Ну, кто-то же должен баловать ваших детей, да? Пусть балует. Главное так, чем вражда, открытая вражда между детьми и мужчиной. Он хороший человек, любит детей, любит с ними возиться, любит их учить чему-то, объяснять. У него терпения много. Еще мне кажется, что он старше, чем вы. Либо ментально старше, либо действительно по возрасту старше. Ну, прямо он такой умный, понимаете, умный, толковый, сосредоточенный. Вот посмотришь ему в глаза, как будто бы, я не знаю, три жизни за спиной, да, 300 лет прожил. Грамотный человек. Ну, в общем, посмотрите, да, таких еще в вашем окружении не было. Может быть, вы в книжках о таких мужчинах читали, но так, чтобы лично никогда не встречали. Мужчина просто поразительный, но при этом немножко скучноватый идет. Скучноватый. У него как-то все однообразно, он любит стабильность, и поэтому всю жизнь идет немножко однообразно. Там один и тот же завтрак, одни и те же блюда там, праздничного характера, в одно и то же место ездить отдыхать. Ну вот в таком ключе. Ну, при всех его положительных сторонах, я думаю, это вы ему простите. Сейчас мы на него посмотрим. Видите, как он вас рукой вот так вот, да, обнимает, сверху руку ложит. То есть он всю заботу возьмет на себя. Заботу по поводу вас, ваших близких, ваших детей. Ой, хороший. Разгрузит вас, кстати, разгрузит. Не, ну мужчина шикарный, ну башни показывают, надежный, очень надежный. Надежный, домовитый, при средствах, стабильный, семейно ориентированный. И, ну, кто-то ребеночка еще от этого мужчины родит. Ребеночка, да, детей хочет, захочет. Ну, либо так случится, что вы родите, скажете, что мужик хороший, чего не родить, да, семья полноценная. Да, башни показали. Сильный мужик с сильным мужским характером, но это не агрессор, а именно такой выносливый, спокойный, уравновешенный мужчина. У него еще какое-то прошлое странное. Может быть, он какой-то даже военный в прошлом. Выдержка, какая-то подготовка. Ну вот я спросила, чего вам ждать от этого мужчины. Смотрите, какие карты вышли. Солнце, рыбы и дом. Вот чего ждать? Ждите счастья, ждите подарков, ждите радости, ждите любви, ждите денег, ждите дом. Вот бобром показали, да, я вам говорила про дом, построят либо купят. И тут дом показали. Знаете, девчонки, такое впечатление, что вас так часто мужчины обижали, что судьба дает вам действительно классного мужика. Вот на себе мужчину, будь счастлива, да? Ты столько много вынесла, натерпелась, на тебе адекватного, на тебе нормального. Да, я вот спросила, ваш ли человек, а мне показали, да. Время пришло встретить того, кто
вам докажет, что есть нормальные, адекватные мужики. За то, что вы пережили. За то, что вас вот просто выкашивали эти мужики, убивали просто напрочь, все чувства вас убивали. Время пришло открыть вам, что есть нормальные мужчины для любви, для счастья, для семьи. Ну, здесь все будет официально оформлено по закону. Так, девчонки, хороший мужик на дороге не валяется. И многие женщины об этом знают. Вот видите этих двух дамочек? Одна лиса, другая змея. Это женщины, которые будут покушаться на этого мужчину. Но в прямом смысле слова, да, он настолько хороший, настолько положительный, что придется его охранять, девочки. Да, придется вам его охранять. Но он ваша судьба. Видите, он вам по судьбе дан. Но две женщины могут на него претендовать, либо за ним охотиться. В моменте здесь и сейчас, и также после вашего брака могут охотиться на него. Причем без его воли, без его желания. Просто пытаться там его соблазнить, увести. Имейте это в виду, не забывайте. Мужика своего берегите, вот этого. Охраняйте. Вот этих баб отваживайте. Нечего. Ну, потому что он хороший. Действительно, за плохим никто бегать не будет, правильно? Никто не будет пытаться плохого увести, там, алкаша, либо нарика. Никто не будет пытаться увести. А вот такого хорошего, серьезного мужчину, конечно, будут покушаться на него. Поэтому берегите свою любовь, берегите свой дом, свое счастье, ну и своего суженого. И будьте счастливы, мои хорошие. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.